Если вам интересна тема разработки, продукт-менеджмента и так далее, то как бы вот этот проект — это реальная точка входа на то, чтобы потом уже стать в будущем настоящим айтишником. Это вот для меня. Да, ладно. Я знаю, что вчера для вас рассказывают про проект Петя Лукачевский с Светланой Петровой, да? По-моему, они рассказывают про проект КНАТ. Вот, КНАТ — это 3 блока: мультлаб, игролаб и про стартап. Это вот тоже тема из IT. И вот блок про анимацию мультлаб тоже мы поддерживаем, то есть мы финансируем этот блок у них. Вот, есть спортивные программы, такая экология и поддержка локальных сообществ. Давайте дальше идем. Вот про Траве я немножко уже сказала. Это первый шаг в IT для детей из сел Якутии. Этот проект у нас действует в регионе Якутия, и мы его здесь финансируем. Юля расскажет подробнее. Здесь на каждом почти слайде у нас есть QR-код. Кому интересно, можете сразу сканировать. Вы переходите... Я отказалась сфотографировать. Сфотографировать. Переходите на сайт, и более подробно там информация будет дана. Следующий слайд. Вот это футбольный проект «Искра». Этот проект мы ведем в России, он не проходит в Якутии. У нас есть такие проекты, у нас есть такой опыт, где мы выходим за пределы нашего региона, и это именно здесь. Футбольный проект для детей, опять же, из малых населенных пунктов России. Мы вдохновились идеей, в прошлом году провели первый футбольный фестиваль в городе Ковылкино, это Мордовия. Собрали детишек из разных регионов, они играли в футбол, и за 4-5 дней они сплотились, они имели много игровой практики, они подружились, там были разные всякие мероприятия, что мы решили такой проект вести постоянно. И вот в этом году уже был первый фестиваль у нас на весенних каникулах в городе Сочи мы провели, где собирали детишек из региона, из южного региона нашей страны. Они тоже приезжали к нам, не к нам, а в Сочи они играли, вдохновлялись. Некоторые из этих детей первый раз выезжали из своих населенных пунктов. Это, представляете, насколько классные, колоссальные эмоции, когда ребята выезжают, они встречаются с реальными футболистами футбольной команды Сочи, там, берут их автографы, фотографируются, и они заряжаются тем, чтобы жить этим спортом, жить футболом настолько, что, возможно, кто-то из них в будущем реально станет большим, крупным игроком футбола. Вот. Мы провели в Сочи. Второй фестиваль у нас был в Новосибирске в начале июня на летних каникулах. Сейчас у нас будет 3-й фестиваль. Мы его будем проводить в Самаре. Туда съедут детишки из Поволжья, уже в понедельник они приезжают. И 4-й фестиваль мы планируем провести на осенних каникулах. Он будет в Туле. Очень надеюсь, что этот проект зайдет в Якутию и даст возможность якутским детишкам тоже как бы поучаствовать вот в этом футбольном проекте. Следующий проект, который у нас есть, это проект спортивной программы, беговые программы. Мы поддерживаем марафоны, полумарафоны, всякие такие беговые активности. В этом году у нас был Драйви якутский марафон. Самая большая дистанция 42 километра. Мы тоже помогали ребятам и организационно, волонтерами, и финансово. Драйви был титульным спонсором, титульным партнером этого мероприятия. Почти 2000 участников, в том числе дети, взрослые, женщины, мужчины, все они бегали. Вообще бег и требует специальной подготовки, да, хотя бы как бы, не специальной подготовки, вам ничего не нужно, вам нужны только кроссовки и место, где вы бегаете. Но тем не менее это развивает вашу физическую активность, вы тренируетесь, вы каждый раз ставите себе планы, челленджи, что хотите пробежать там сначала километр, потом 5, потом, возможно, 10. И представляете, есть такие люди, которые реально бегают 42 километра. И ты встречаешь их на финише, они настолько как бы вот во всей победы, и ты разделяешь с ними вот весь этот триумф их победы. Это очень классное мероприятие. В этом году мы также поддерживали в Новосибирске полумарафон в апреле месяце в Студгородке. Говорим дальше. У нас что есть еще? Так, все, экологические программы. Ну, здесь это один из моих тоже любимых блоков экологической программы. У нас очень много разных мероприятий и проектов в сфере экологии. Что у нас здесь на слайде? Мы проводили в апреле школьный эко-хакатон. Детишки из разных школ города Якутска приходили к нам и генерировали идеи на всякие разные темы, раздельный сбор мусора, там, загрязнение воздуха, воды и так далее. И очень хочется верить, что
когда-нибудь эти идеи тоже могут быть воплощены в жизнь реальные. Вот. Мы проводим субботники, буквально в эти выходные у нас в городе был тоже организован городской субботник. Обычно мы приглашаем всех желающих города Якутска, жителей, волонтеров, организуем для них транспорт, оборудование, лопаты, грабли, воду, перчатки, маски, даем им продукцию брендированную, да, это называется мерч, там, кепочки, не знаю, сумочки, еще что-то. И просто вывозим в то место, в лес, да, за город Якутск, где очень грязно, где мусорно, и ребята все это собирают. В этот раз у нас почти 43 куба было вывезено мусора, вот 10, да, это очень много. Следующий субботник мы планируем провести в середине сентября, 14 сентября, поэтому мы такие программы ведем. И вот еще есть тоже одна такая фотография, здесь девочка на фоне стенда. Проводим лекции по экологии для школьников школы города Якутска, по экологическому просвещению. Вообще из экологических таких прикольных проектов у нас есть мусорный полигон в городе Якутске, да, городская свалка. И в 2021 году он горел. Может, вы слышали или помните, или ваши родители. Мусорный полигон горел, весь воздух с этого мусорного полигона, грязных воздух, шел в Якутск. Это было, конечно, некомфортно, и мы тогда сели с ребятами и подумали, что бы мы могли сделать, что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию. И мы вот просто нагенерировали кучу идей, из которых выбрали ту, которую хотим реализовать. И мы ее сделали. На мусорном полигоне установили 30-метровую вышку, вернее, не на мусорном, а вблизи, потому что на мусорном полигоне неустойчивая как бы земля, а вот рядышком вблизи установили эту вышку, и наверх этой вышки поставили 2 камеры. Одна из них тепловизионная камера. Тепловизионная, знаете, что такое? Которая... Это тепло, которое можно видеть. Да, тепло. Вот действительно, для чего это сделано? Это вот уже физика ваша. Для того, что если на мусорном полигоне появляется какая-то термоточка с высокой температурой, эта тепловизионная камера отслеживает и говорит, что по этим координатам есть высокая температура. Соответственно, эту точку локализовать, устранить намного проще, чем если бы там открытое пламя было, разгорелось и так далее. Представляете, сколько мы уже таких кейсов предупредили и действительно локализовали маленькие какие-то точечные инциденты на мусорном полигоне. А если бы такого решения инновационного, как мониторинг мусорного полигона, если бы такого решения не было, то, к сожалению, было бы уже там ни одно возгорание на свалке, весь этот дым шел бы в Якутск и в другие регионы. Вот это тоже у нас относится к экологическим программам. Сейчас тепловизионная вышка на мусорном полигоне работает, доступ у нее есть РЦИТа, то есть они каждый раз отслеживают, и, наверное, на следующей неделе будет прям совещание город Якутск и там республика, они хотят масштабировать этот проект на другие территории, где такая же технология может быть полезной. Да, может быть полезной и может действительно там сопровождать какие-то места в городе Якутске. Не обязательно мусорный полигон. Вот еще направление, которое мы ведем, это поддержка локальных сообществ. Здесь у нас тоже несколько классных проектов. Вот сейчас на слайде Сахавуд. Это проект, который мы ведем и реализуем с 2019 года. Мы выдаем гранты на реализацию, на съемки, на распространение, на промоушен и так далее фильмов, якутских фильмов. Якутское кино вообще сейчас как бы в буме, вы знаете, да, в пике. Да, это тоже одно из наших креативных направлений республики Якутия. И здесь среди тех, кому был выдан грант, например, Дмитрий Давыдов с фильмом «Пугало». Может, ваши родители смотрели, может, вы тоже знаете. Степан Бурнашов с фильмом «Айта», с фильмом «Наша зима» и так далее. Здесь есть ребята, которые занимаются анимацией, создают мультики, «Тундра» и так далее. В общем, это то, что мы за 2019, за 5 лет фильмы, кино, анимацию, документальные фильмы поддерживали. И с прошлого года мы также реализуем образовательную программу. В прошлом году учили кинопроизводителей питчить, да, то есть неважно, где можно получить деньги у нас или в каком-то другом фонде, главное, как вы можете представить свой проект. В этом году они проходили обучение у нас кинопроизводителей по написанию сценариев. Сценарная лаборатория была сейчас. В ближайшее время уже запустится лаборатория короткого метра, где реально ребята могут
снять кино. Кстати, вот в Малой академии наук мы тоже финансировали проект по созданию детьми короткого метра. Как он назывался, я забыла. Киномания. Нет, а фильм, не помните? Так. И забыла, как назывался фильм. Но, в общем, ребята за лагерную смену сняли короткий метр, который сейчас вот готовится к фестивалю. И я думаю, что он поедет на фестиваль. То есть мы тоже вот такие штуки финансируем, помогаем и видим в этом действительно перспективу развития. Ребята реально учатся на том, чтобы снимать фильмы. Дальше, на коротком метре. И поддержка IT-инициатив программы, это про то, что мы вначале говорили, да, айтишники. Здесь это больше подходит для взрослых. В ближайшее время мы будем проводить акселератор. Сейчас как раз у нас идет прием заявок от стартапов, от IT. Акселератор – это такая 12-недельная ускоренная программа развития бизнеса, которая позволит выйти на новые регионы, проверить гипотезы, прокачать свои скиллы и так далее. Какая-то, да, давай. Это IT, да? Да, это IT, но это для взрослых, это как бы для тех, у кого есть либо свой уже действующий стартап, либо идея, как сделать стартап. То, что касается детей, про это расскажет Юля, но зайдя в программу, во взрослую программу, да, взрослому человеку, это позволит ускорить развитие своего бизнеса, своего IT-продукта, своего направления на рынке. Можно узнать, в чем как бы перспективы у данной профессии? Это, если, конечно, это профессия. Ну, я могу просто тебе как бы свое мнение сказать, да, почему мы как бы развиваем и топим за это, да, потому что республика у нас все-таки ресурсная, да, мы живем на алмазах, ну, живем, не живем, но как бы добывающие, да. Мы в курсе. Да. Все это, как бы, это все-таки природные ископаемые, которые тоже могут быть когда-то исчезнуты, да. Производить что-то реальное в городе Якутске, товары, и увозить и на экспорт их, экспорт это что? Это вывоз из республики, нам, к сожалению, логистически очень трудно. Мы не можем конкурировать, скажем, с регионом, ну, допустим, Урал, да, Тула, Урал, вот что-то такое, производить здесь мебель и вывозить в Москву, нам это очень дорого, согласись? Мы можем только производить только для нашего рынка, который, к сожалению, ограничен. Поэтому чем мы можем еще конкурировать? Мы можем конкурировать своими умами, своими мозгами, если мы будем создавать какие-то IT-продукты, которые запускаются намного легче, чем производство мебели, чем производство, не знаю, там, техники какой-то и так далее. Если мы создадим в нашем регионе игру или IT-продукт, как, например, сервис InDriver в свое время, да, распространим это для начала на территории Дальнего Востока, потом на территории России, СНГ, всего мира. Представляете, это же рынок не ограничен на самом деле, да? Или ты будешь производить кресло, которое нужно будет еще доставить, собрать, завод нужно сделать. А чтобы создать IT-продукт, тебе нужен только штат. По сути, ребята, твоя команда, они могут быть даже распределенные по всему миру. Не обязательно снимать офис, не обязательно, не знаю, там, сидеть все вместе. Ты можешь сидеть в Сингапуре, ты можешь сидеть в Таиланде, ты можешь в Якутске сидеть, ты можешь, не знаю, там, в Сунтарах сидеть. Вы можете созваниваться и тем самым создавать IT-продукт. Вот в этом как бы идея и перспектива. И если вы действительно создадите конкурентный, классный, качественный IT-продукт, это любой может быть marketplace, не знаю, там, полезный, вот, сервис доставки еды или еще что-то, да, там, агрегатор услуг такси, то это на самом деле распространится намного лучше, чем какое-то производство. Поэтому я думаю, что в этом есть реально наше преимущество, наше будущее. Тем более у нас в Якутии есть два классных примера, два успешных кейса вывода продукта из Якутии на мировой рынок. Это, во-первых, InDriver, сервис пассажирских и грузовых перевозок, и Майтона, которые разрабатывали игры, которыми тоже пользуются во всем мире. Почему мы не можем создать аналогичные продукты еще? Мы можем, если мы будем вкладываться в развитие стартапов, IT, детей, медицины и всего этого прочего, то мы сможем действительно сделать наше будущее очень классно.